говорите о том, что произошло? Но судья напрячет лицо и просит не заключить под стражу на время следствия. На вопросы журналистов не отвечает. При ответе судье голос ровный, такой же, как и на допросе. Прошу прощения у всех, у всей общественности, у всех, кто знает, кто видел, вообще абсолютно у всех. Эта же размеренность в голосе за кадром, как и удары и истязания дочери, которой чуть больше 1,5 лет жительница Казани снимала на видео. Маму. Приближающийся набат этой чудовищной развязки время от времени слышали соседи, крики скандалов и пьяные угрозы с выбиванием дверей. То, что в результате произошло за дверями съемной квартиры, было логичным описано и в литературе, и в психиатрии, как синдром Медея, убивший своих детей, чтобы отомстить мужу. Как она мотивирует свои действия, что она гордая женщина, и ей даже не жалко детей для того, чтобы доказать его неправоту. В животном мире нет чувства мстительности, а у человека есть чувство мстительности. Это совершенно осознанный, мотивированный поступок сделать больно. И эта вот холодная ярость просто поражает. И хочется спросить, а где материнский инстинкт? Куда он мог деваться? И ясно, когда, например, женщина страдает алкоголизмом. Алкоголь смывает любой материнский инстинкт. Год назад жительница Алексеевска в пьяном угаре оставила малолетних детей ночевать в сарае в 30-градусный мороз. Ребенка спасли врачи, мать отправили за решетку, и выйдет она через год. В большинстве же случаев истязаний собственных детей в поле зрения общественности попадают случайно. Как на этих майских кадрах мать избивает девочку-школьницу. Дети молчат, голос есть только у окружения. Очень много неравнодушных граждан. Это соседи, там родственники ближайшие, могут быть бабушки, дедушки. Также могут поступать сообщения с образовательных организаций, со школ, с детских садиков, медицинских учреждений. Большую часть составляет, да, которые злоупотребляют спиртными напитками, есть, которые употребляют наркотические вещества. Сравните градус. Привычный термин «неблагополучная семья» повысился в социально опасное положение для ребенка. В городе Казани за 11 месяцев 2021 года выявлено и направлено в суд 7 уголовных дел по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». За 11 месяцев 2021 года выявлено более 1000 семей, состоящих сейчас в настоящее время на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Семьи ставят на учет, подключаются несколько ведомств, их проверяют. Кто-то открывает двери, кто-то нет. Дают полгода на исправление. В России эта прерогатива исключительно у суда. То есть никто, кроме суда, кроме решения суда, не может лишить родителей родительских прав. Есть еще такая мера, как ограничение в родительских правах. Вот если опека сомневается, потому что лишение родительских прав – это все-таки достаточно серьезная мера, и можно восстановиться в родительских правах в течение полугода. Сравним. В Норвегии, например, ребенка могут изъять из семьи не только за профилактический шлепок, а за невкусный омлет на завтрак. У нас непутевых родителей самих нянчат и лечат от зависимостей. В республике вот уже несколько лет действует программа «Точка трезвости». В этом году через нее прошли 80 матерей с алкогольной зависимостью. В следующем готовы пролечить 110. Программа уникальна тем, что, во-первых, она амбулаторная, то есть не надо ложиться в стационар. Во-вторых, она использует современные, клинически доказанные методики лечения и психотерапии. По предоставленной нам детским омбудсменом статистике, количество лишенных родительских прав граждан немного, но снижается в сравнении с 5-летним периодом в 2 раза. Я считаю, что ребенка забирать из семьи нужно только в одном случае, если дальнейшее пребывание опасно для жизни и здоровья. Все остальные причины, такие как низкая материальная обеспеченность семьи, какая-то бытовая неустроенность, конечно, должны решаться в рабочем порядке при поддержке государства. По всем обращениям, которые я получила как омбудсмен по, скажем так, жалобам, да, о необоснованном отобрании детей, ни одна такая жалоба не подтвердилась. В детском доме неожиданно всплывает забытое слово «подранки» – дети, прошедшие необъявленную собственными родителями войну. Это и здоровье, это и психологическое их состояние, это неуспеваемость в школе, то есть пропущенные знания. Приходят дети с очень запущенными знаниями. Приходят, например, дети, которые пропустили 2-3
класса только потому, что мама вовремя не отдала их в школу. Приходят дети с кучей проблем семейных. Это приходится решать не только же заботиться о их здоровье, но и о том, как бы сохранить их жилье, когда родители просто продают жилье. Для каждого ребенка, наверное, очень трудно принять, почему они оправдывают маму. Потому что ему очень трудно принять, что они не нужны. Это просто невозможно, с этим невозможно жить. Человек не может жить с осознанием, что он никому не нужен. А если он не нужен маме, то значит, он вообще всему миру не нужен, он никому не нужен. Поэтому, конечно, они цепляются за мамину любовь, как бы она ни проявлялась. Они пытаются оправдать, они пытаются верить в то, что это просто у мамы такой период сейчас. Сказка, что мама обнимет и мама придет, здесь в мечтах. Мамы приходят, но не кровные, с другим лицом и другим любящим сердцем. Но по той же статистике только 30% выпускников детских домов не повторяют путь своих кровных родителей. И ситуации, когда мама пьет и бьет, маленькую девочку спасли. Ее матери за истязание ребенка грозит до 7 лет лишения свободы. Но этот случай показал, в обществе происходят изменения, и подобное будет продолжаться. Общая мода на то, что семья – это твое личное дело, и никто не вправе. И сейчас самая модная фраза – защити свою территорию, защити свою личностную территорию, семейную территорию. И никто не может пройти через этот чистокол из внешнего мира. И иногда за этой территорией совершаются трагедии, насилие домашнее. Никто этого ничего не видит. И это проблема нашего аутизированного общества. Раньше была совершенно другая культура, культура вмешательства, а сейчас культура невмешательства. За закрытыми дверями, за молчаливыми стенами, в страшной сказке родительского всевластия и утраты базовых инстинктов хорошего конца ждать не приходится, ведь дети, испытавшие домашнее насилие, когда-нибудь вырастут. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, Роман Безменов. 7 дней.